Şehirimiz Balkanları kaplamış Canavar bize bakar Dedemizden kalmış bunlar Yaşa, yaşa Yaşa benim Мы приветствуем участников Pahalı dostlar, pahalı vatandaşlar, ben çok sevindim, hani siz bugün toplandınız bu meydanda. Дорогие друзья, дорогие наши соотечественники, жители Гагаузии, гости, которые приехали к нам сегодня, ответив на наш призыв быть вместе с Молдовой. Мы хотим поблагодарить вас за единство, мы хотим вас поблагодарить за поддержку не только гагаузской идеи, а хотим поблагодарить вас за поддержку молдавской идеи. Я очень рада, что жители нашей автономии всегда переживали за судьбу Республики Молдова. Дорогие друзья, этот год, он судьбоносный. В этом году исполняется 25 лет со дня провозглашения независимости Республики Молдова. И именно в рамках Республики Молдова была образована наша гагаузская автономия. И я очень рада, что на протяжении этих лет наша гагаузская автономия очень динамично развивается. И жители нашей автономии всегда поддерживают государственность Республики Молдова. Вместе мы очень большая сила. И нам все по плечу, потому что все в наших силах. Ура, товарищи! Уважаемые патриоты нашей Республики Молдова, в первую очередь я хочу поблагодарить вас, что вы нашли время и находитесь сегодня с вами. Это говорит о том, что вам не безразлична государственность нашей республики. Хочу поприветствовать вас всех в этой маленькой Гагаузии. Вы знаете, совсем недавнего времени мы слышим, как со стороны наших соседей, патриотических некоторых сил Румынии, так и некоторые политики нашего государства, которые говорят о слиянии наших двух государств. Мы слышим и видим с вами, что Академия наук нашей Молдовы совместно с Академией наук Румынии заседали вместе во главе с их некоторыми руководителями, где принималась рабочая карта об объединении наших двух государств. Это в то время, когда эти предприятия финансируются за счет с вами наших финансов. Мы должны сегодня с вами именно об этом говорить, и мы говорим им, что они в меньшинстве, они не выиграют. Что касается Гагаузии, Гагаузия в этом вопросе давно поставила точку. И мы показали, что мы на самом деле являемся государственниками. Мы с вами вместе хотим, чтобы Молдова была сильной государственной экономической государственностью. Мы с вами об этом сказали 2 февраля 2014 года. И в этом уже точка. Мы по-другому и не можем говорить. Опять первыми вышли гагаузы. Я неоднократно говорил и повторяю, если бы все граждане Республики Молдова были такие государственники, как гагаузы, у нас бы не было в Молдове унионистов. Arkadaşlar, Gagavuzlar, Bulgarlar, Ukraynalar, Ruslar kim burada büyük bulunur? Bugünkü gün yine ben bakıyorum size toplandık öyle birlik olduk nice 90'cı yıllar. Pak birlikte biz kazandık Гагауз Республикасını, ondan sonra автономии. Уважаемые друзья, только единством мы победим. Только единство докажет всему миру, что гагаузам не безразлично, как жить, как работать, на коленях или стоя гордо. Поэтому сегодняшнее мероприятие еще раз мы показываем то, что мы есть гагаузы, то, что мы народ, пусть маленький, но народ.
Hoş geldiniz Gagavuzya. Nasılsınız? Çok iyi. Дорогие друзья, Уаминь Бунь, как гражданин Республики Молдова, как вице-председатель нашей партии, для меня является огромной честью быть с вами здесь, в Камрате, и твердо выступать за суверенитет и независимость Республики Молдова, страны, которую мы все очень любим. Я горжусь тем, что я гагаузский и нахожусь здесь вместе с моими соплеменниками из народов других национальностей. И Камрат становится центром противодействия унионистам. Они уже возомнили себе, что через 2 года станут хозяевами на земле Бессарабии и Буджака. Я напомню этим господам из Бухареста, что эта земля, Бессарабская и Буджак, испокон веков, она находилась под юрисдикцией тюркских и славянских народов, государств. Никогда она не была под юрисдикцией румынского государства. Здравствуйте, друзья! Бессарабский район всегда был рядом с вами. И во время референдума, и постоянно мы приезжаем вас поддерживаем. Потому что вы настоящие государственники Республики Молдова. Здесь собрались не только Гагаузия, но и Бессарабка, Таракли и другие районы. Мы здесь собрались, потому что мы любим нашу страну Молдову. Мы любим нашу историю. А нам есть чем гордиться, потому что наша история большая. Я хочу сказать одно, что те люди, которые маршируют в Кишиневе и призывают, чтобы нашего государства не было и ликвидировать его, их нужно запретить. И я думаю, что парламент все-таки подумает, потому что там сидят люди, депутаты, за которые голосовали вы, люди, которые должны в первую очередь не свои интересы проводить, а интересы людей Республики Молдова. Сегодня на этой площади собрались ответственные граждане, молдаване, русские украинцы, гагаузы и болгары. Я хочу отметить, что наш марш сегодняшний не направлен против граждан Румынии, которые также трудятся на своих землях и желают своим семьям благополучия и здоровья. Сегодняшний марш направлен против той небольшой кучки унионистов по обе стороны прута, которая подталкивает нас к конфликту. Мы, наверное, должны перестать принимать в парламенте декларации. Их будут принимать и можно принимать каждую неделю. Мы должны перестать проводить круглые столы, форумы о том, что очевидно, о том, что должно являться библейской истиной. Это независимость и суверенитет нашей страны. Мы должны активно перейти к действиям и заставить парламент республики встать со своих мест всех унионистско настроенных депутатов парламента. Мы должны выгнать из кабинета всех министров, которые допускают в своих высказываниях унионистские настроения. Добрый день, дорогие мои земляки! Я рад, что мы сегодня вместе. Мы умеем сплотиться. Но я хотел бы свое выступление начать с вопроса. Имеет ли моральное, юридическое право заседать в парламенте страны люди, которые против этой страны? Я считаю, что нет. Мы все выросли на стихах нашего поэта. Помните, царя мя Молдова мама. Кто так с мамой поступает? Предатели. Им не место в парламенте. Они поступают неправильно не потому, что они так считают, потому что им так сказали. Потому что они никогда не хотят и боятся советоваться со своим народом. Я думаю, что основные проблемы нашего государства и нашего народа должен решить народ. А для этого нам нужно очень внимательно друг к другу прислушиваться, присматриваться.
должна быть толерантность, терпимость. Я сегодня выслушал здесь очень много выражений на грани психоза. Мы должны очень внимательно, никто отсюда не разъединит, мы будем жить вместе. В отношении румынского языка. Я вижу у вас в городе памятник Владимиру Ильичу Ленину. Я был очень хорошим студентом. Изучал Ленина не только то, что мне давали. Читал, изучал, интересовался Маркса. И вы посмотрите, поднимите книги и увидите, что они нас называют румынами. Те, кто называет сегодня молдаванами, они нас называли румынами. Что случится, если молдаване все начнут через 1 год, 2 называться румынами? Я почему говорю? Потому что должна быть терпимость. Во-первых, это дело молдаван. Этот процесс очень сложный. Мы прошли длительный период под чужим руководством. Не скажу оккупацию, чтобы не вызывать каких-то отрицательных эмоций здесь. У нас есть четкое положение, когда мы, гагаузы, отказались от своей Гагаузской республики, когда наши отцы-основатели Степан Михайлович Топал, Михаил Киндигелян, халкисты, Леонид Добров с Аркалыком и многие, Дим Димыч Зиру, атаман-генерал, Кардаш, Берердис, всегда. Так вот, я хочу вам сказать, уважаемый примар, что мы, гагаузы, отказались от республики только потому, чтобы Молдова была единой семьей, чтобы болгары, молдаване, русские, украинцы жили в одном доме. И дом этот называется не Румыния, а Молдова. Но я хочу вам сказать, что на протяжении 25 лет гагаузов постоянно обижают. План Антонеску действует не только в Гагаузии, но он перешел уже по всей Республике Молдова. И сотни тысяч, и не побоюсь этого слова, миллионы человек нуждаются, чтобы уехать за границу и заработать деньги. Сегодня у нас Великий пост, и многие кушают картошечку и фасоль. Но поверьте мне, уважаемый примар, когда закончится пост, люди на молоко и на мясо с рыбой тоже не перейдут, потому что у людей денег нема. Я хочу у вас спросить, на этот $1 миллиард, который украли, сколько мы могли бы рабочих мест создать в Молдове? Сколько можно было бы создать заводов, пароходов и так далее? Очень много. Так вот, пока вы сами не начнете называть сами себя молдаванами, пока вы сами не проведете референдум в Республике Молдова и не определитесь со своим особым статусом, который вам делегировал народ в 90-е годы, когда был парад республик, мы, Молдова, получили государственность. И мы, гагаузы, я вам хочу с этой высокой трибуны сказать, очень бережно и трепетно относимся к государственности Республика Молдова. Уважаемые граждане Республики Молдова, мы хотим вам зачитать резолюцию марша защитников молдавской государственности. Предлагаем выслушать и поддержать. Резолюция марша защитников молдавской государственности. Спустя 25 лет со дня провозглашения суверенной республики Молдова не прекращаются постоянные атаки против государственности нашей страны. Эти деструктивные силы не скрывают своих целей. Они настойчиво атакуют независимость нашей Родины и категорически отвергают полиэтничность молдавского общества. В планах унионистов по восстановлению исторической справедливости нет места для молдаван, гагаузов, болгар, украинцев, русских и других национальных меньшинств, проживающих в нашей стране. Их конечная цель – воссоздание королевской Румынии в границах 1918 года и превращение Республики Молдова в нескольких периферийных уездов соседнего государства. УНИРЯ предполагает упразднение молдавской нации, ликвидацию гагаузской автономии и ассимиляцию национальных меньшинств. Особую тревогу вызывает стремительный рост количества открытых унионистов в высших органах власти, судебных инстанциях и органах правопорядка, в средствах массовой информации.
под вывеской толерантности и свободы слова в действительности ведется перманентная идеологическая и информационная война против патриотически настроенных сил. Унионистами культивируются идеи несостоятельности молдавского государства и неспособности граждан Молдовы самостоятельно осуществлять государственное управление. Попутно ими насаживается агрессивная идеология Великой Румынии, нетерпимость к инакомыслию и межнациональная рознь. Мы, участники марша в защиту молдавской государственности в Камрате, решительно выступаем против деятельности антиконституционных унионистских сил на территории Республики Молдова. Мы требуем от депутатов парламента на законодательном уровне запретить деятельность любых политических сил и общественных движений, ставящих под сомнение суверенитет и независимость Республики Молдова. Мы ожидаем от правительства решительных мер по пресечению деятельности унионистских организаций и введения уголовной ответственности за призывы и действия, направленные на ликвидацию независимости Республики Молдова. Мы просим международное сообщество осудить безответственные заявления официальных лиц Румынии в поддержку планов унионистов. Мы призываем всех неравнодушных граждан, патриотов своей страны, не оставаться пассивными в этот переломный момент истории и присоединиться к акциям защитников молдавской государственности. Сохраним Республику Молдова, защитим Гагаузию. Принято 2 апреля 2016 года на сходе граждан Республики Молдова в муниципе Камрат.